Визит главы Якутии в Якутцемент, археологические раскопки в городе Покровске, выпуск молоди осетра в селе Улаханан и образцовый двор Булгуняхтахской средней школы. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. Глава республики Айсан Николаев посетил поселок Махсагаллох. Илдархан встретился с коллективом производственного объединения «Якутцемент» и поздравил заводчан с Днем строителя и 55-летием предприятия. В 1970 году среди якутской тайги забило сердце нового промышленного гиганта. Уже через год республика праздновала выпуск первого местного цемента. Так началась история Якутцемента. В рамках юбилейной даты на завод прибыл глава региона Айсан Николаев, где первым делом посетил смотровую площадку погрузочно-разгрузочных работ. Затем Илдархан осмотрел производственные печи и побывал в центральной диспетчерской. Его сопровождал управляющий директор Алиш Мамедов. В ходе визита он озвучил впечатляющие цифры. За полвека с лишним завод выпустил более 15 миллионов тонн цемента и свыше 30 миллионов тонн щебня. Следующая точка маршрута – новый корпус Махсагаллохской средней школы. Именно Якутцемент построил это здание и ввел в эксплуатацию в январе прошлого года. В актовом здании развернулась торжественная часть праздника. Спасибо воспитателям, учителям нашей школы. Вы воспитали половину работников завода, выходцы нашей школы. Мы это точно знаем. И первые мои замы, и механики, и энергетики. Спасибо за ваш труд. Всех Днем строителя! Сегодня на заводе трудятся 730 человек. Коллектив молодой, средний возраст всего 42 года. Айсан Николаев поблагодарил заводчан за труд и подчеркнул, местный цемент станет основой для стройки ключевых объектов Кигра-Манчары, которые пройдут в Хангаласском улусе в 2029 году. Уверен, что Якутцемент обязательно внесет свою лепту и в этот вопрос, и в строительство объектов, конечно же, Якутцемент обязательно будет задействован. Это Сергей Геннадьевич и Николай Владимирович, я для вас говорю. Так что вы это всегда... Особые почести в этот день ветеранам производства. Из рук Илдархана награду получил глава трудовой династии Николай Челиков. Сегодня на заводе работают 5 его детей. Сам он приехал в Якутию из Иркутской области в год выпуска первого цемента и посвятил предприятию 43 года жизни. Говорят, что приезжают на север, там за туманом или что-то. Ну, мы по зову сердца приехали. И вот уже 55 лет здесь. Хоть и для крупной промышленности Якутцемент завод молодой, но планы у него масштабные. Главная планка на ближайшее будущее – достичь объема производства в 600 тысяч тонн цемента в год. 15 августа в России отметили День археолога. В городе Покровске в рамках этой даты организовали экскурсию в местность Хорол-Тумус, где прямо сейчас ведутся археологические раскопки. Хорол-Тумус или Караульный мыс – место для Покровска историческое. Именно с ним связывают основание города. Первые археологические изыскания прошли здесь еще в 40-х годах прошлого века. Тогда ученые обнаружили следы стоянки эпохи неолита возрастом 3-4 тысячи лет назад. Спустя десятилетия раскопки возобновились под руководством сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН Егора Николаева. В свой профессиональный праздник он провел для покровчан экскурсию, где показал, как устроен полевой быт исследователей и какие находки были обнаружены. Таким образом скребем, и каждый сантиметр грунта мы проверяем. И если здесь что-то есть, то, как правило, лопата натыкается на камень, издает там звонкий такой звук, и там уже расчищаем уже с помощью мастерков, кисточек. Главный интерес к артефактам. За время раскопок археологи подняли около 200 предметов. Среди них каменные наконечники стрел. Обнаружен был еще такой красивый наконечник стрел, он такой весь прозрачный. Даже на солнце просвечивается, и тоже и фрагменты древней керамики.
Пока мы не знаем, что это за керамика. Ну, примерно тоже где-то 2-3 тысячелетие до нашей эры. Эти неолитические находки ученые ожидали найти здесь. Настоящей сенсацией же стали каменные пластины эпохи мезолита, более раннего периода, предшествовавшего неолиту. Они, получается, имели функцию какую? Это были сменные лезвия, можно сказать. Да. Еще одна невероятная находка археологов в этой местности – скелет соболя плейстоценового периода. Предположительно, этим останкам около 10-12 тысяч лет. То есть это достаточно редкая находка. Как говорят, вот с нами работал палеонтолог, он говорит, в Якутии вообще находок соболя очень мало, там штук 5-6, по-моему, найдено. И то неполных скелетов. Древнего зверька обнаружили юные исследователи, участники школьной экспедиции «Элеяда», которые наравне со взрослыми специалистами работали на раскопе. У детей очень зоркие глаза, поэтому они найдут, что не найдут сами археологи. Вот так. Полевой сезон продолжается. Впереди еще раскопки, а затем обнаруженные артефакты пройдут камеральную обработку, будут описаны и сфотографированы. Затем всю коллекцию находок передадут в фонд Хангаласского краеведческого музея, а само место раскопок бережно рекультивируют. В Хангаласском Луте завершился сезон зарыбления реки Лены молодью сибирского осетра. Финальную в этом году партию 240 тысяч мальков выпустила группа ВИС, генеральный подрядчик строительства Ленского моста. Зарыбление реки Лены в районе села Улаханан якутский филиал главрыбвода организует с 2021 года, привлекая к участию промышленные предприятия. Тем самым они компенсируют потенциальный ущерб водным биоресурсам. Мальков разводят здесь же на базе рыбоводного цеха в специальных бассейнах с проточной речной водой. Мощности цеха растут с каждым годом. Больше мальков, больше емкостей для их выращивания. Выведено в общем более миллиона. Это рекорд получается. В прошлом году было более 600 тысяч. Бассейны увеличились на 68 бассейнов. Один из бассейнов стал экспериментальной площадкой. 200 прошлогодних мальков осетра оставили на зимовку в искусственной среде, чтобы оценить их выживаемость. Состояние это у них не изменилось. Конечно, смертность была, но это из-за суровых условий. Сейчас их там 24, что ли. Да, это вполне было ожидаемое. Они должны остаться этим ремонтно-маточным стадом, должны остаться у нас. Группа ВИС участвует в экологической программе по зарыблению второй год. И если в прошлом году предприятие выпустило 16 тысяч мальков осетра, то в этом объемы выросли в разы. Расширились также география и видовой состав рыб. Мы сегодня выпускаем более 240 тысяч особей сибирского осетра ленской популяции. В мае месяце мы здесь же выпустили вчера в количестве более 500 тысяч экземпляров. Также в этом году мы ездили в город Мирный, поселок Чернышевск. Там в Чернышевском рыбзаводе мы выпустили более 12 миллионов особей пеляди. Это Вилюйское водохранилище. Поскольку речь идет о подрядной организации, строящей Ленский мост, на мероприятие по зарыблению прибыл министр транспорта Якутии Владимир Сивцев. Хотелось бы отметить еще раз, что согласно законодательству данная процедура по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам происходит ежегодно, и это обязательство подрядных организаций при реализации крупных инфраструктурных проектов. Последнюю в этом сезоне партию молоди осетра загрузили в живорыбный комплекс на базе КАМАЗ и доставили к берегу. По традиции, первые ведра с мальками выпускают вручную, после чего всю основную массу направляют в реку по специальному рукаву. На этом сезон зарыбления закрыт. Всего в текущем году в экологической программе главрыбвода приняли участие 15 промышленных предприятий. 2 гектара картофеля, поле грунтовых помидоров и цветущий оазис вместо привычного школьного двора. Для Болгуняхтахской средней школы это лето прошло в ударном труде. Ученики и педагоги превратили школьную территорию в настоящий образцовый агрокомплекс. Через село Болгуняхтах пролегает республиканская трасса УМНАС. Проезжая по ней, можно заметить невероятно красочный двор местной школы. В этом году здесь высадили рекордное количество цветов. Продумывает и воплощает ландшафтный дизайн инструктор по труду Татьяна Голокова.
Но по количеству у нас здесь выходит на всей этой площади школьного двора у нас высажено 2950 штук. Всю территорию школьного двора разделили на 8 тематических зон. Одна из них – площадка выпускников, главным символом которой стал корабль с алыми парусами. Алые паруса – это надежда, это исполнение желаний, вот какое-то будущее. Вот прям вот, чтобы ребенок о том, как он, какие-то цели, какая-то мечта, и все это сбылось. Поэтому мы установили алые паруса. Центральное место занимает зона знаменательных дат. Нынче она посвящена Году единства народов России. И мы прямо вот из таких вот досок сколотили вот буквы, все одинакового размера, все четко, и высадили низкорослые желтые бархатцы, капельки. Вот это год единства. В прошлом году был год 80 лет Победы. У нас была надпись 80 лет. Каждый год меняется. Через дорогу от школы еще один пришкольный участок. Здесь разместились овощные поля и теплицы, летние и зимние. Здесь учащиеся весеннее и летнее время проходят практику. Программа не обременительная, но дисциплинирующая. Летом каждый ученик с 5 по 10 классы должен отработать 5 дней по 1,5 часа в день. Сажали помидоры, поливали теплицы и сорняки убирали с теплицы. При этом у школьников есть и материальный стимул. Самые старательные и дружные классы получают денежные премии. Сумма, конечно, небольшая, но так, начиная там по 4 тысячи, по 3 тысячи, вот, 2000, да, на нужды класса. Они могут использовать сами, куда хотят. Класс, в котором учится Кристина Матвеева, по итогам весенней практики занял 3-е место. Заработанные деньги ребята решили отложить в общую копилку. Мы их будем копить с классом на потом наш выпускной. И сколько уже давно копите на выпускной грядке? С 5 класса вроде бы. На школьных грядках соседствуют как привычные огурцы, капуста, свекла, зелень и морковь, так и редкие культуры, например, острый перец и баклажаны разных сортов. Но инструкторы по труду делают главный акцент на знаменитом булгуняхтахском картофеле и сочных помидорах. Под картошку нынче отвели 2 гектара, а помидоры прямо с куста раскупают жители со всего района. Там у нас 400 рассад помидоров сейчас растет, уже 3-й год. И все покупают. И мы каждый год по 120 ведер собираем, где-то 150, 30, да. В новом учебном году агропрофиль школы выйдет на новый уровень. Учреждение вошло в федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это значит, что уже скоро здесь откроется современный, оснащенный по последнему слову техники, агротехнологический класс.